В будние дни, в часы пик, масштабное строительство на федеральной автодороге «Кавказ» особенно затрудняет движение. Возникают огромные пробки и заторы. Но обещанные преображения, которые ожидаются на протяжении 26 километров дороги, позволяют проявить терпение к издержкам реконструкции. Реновация трассы началась в конце 2018 года и уже выполнен огромный объем работ. На участке дороги в районе Абегу 2 километра дорожного полотна покрывают вторым слоем асфальтобетона. Уже на следующей неделе начнут укладывать третий. В конце августа дорожники планируют перенаправить дорожное движение на эту полосу и приступить к реконструкции второй стороны трассы, которую завершат до конца года. Рабочие укладываются в график, несмотря на перерывы из-за неблагоприятных погодных условий. На данном участке у нас сейчас порядка 120 человек. Единиц техники порядка 50, 3 асфальтобетонных завода, 2 укладчика на данный момент. Погодные условия последние 2 недели не давали работать в связи с тем, что было в ночное время суток выборочно дожди и сильно заливало. Сейчас работы идут по плану. Строительные работы не прекращаются и на других участках трассы. Более 70 рабочих беспрерывно заняты сооружением подпорных стен. Первую уже возвели, вторая в процессе. Сейчас бригада дорожников готовит основание для третьей стены. Задействовано более 25 единиц специализированной техники. Практически сделано уже 50% подпорной стены. Окончательные сроки работ ориентировочно где-то до середины октября все стены должны быть сделаны и приступить к работам по сооружению непосредственно пролетных строений и мостового сооружения моста. Многих жителей интересовала судьба круга Магаз. Так вот, его сейчас демонтируют. В ближайшее время планируют установить светофоры, а движение по направлению Назрань-Магаз будут вынуждены перекрыть. С 1 августа до 30 ноября ориентировочно движение будет осуществляться либо через пост ГИБДД по объездной дороге, альтернативный выезд. В самом кольце движение будет организовано по направлению Владикавказ-Грозный, по прямому направлению без кольца. Выезд из города Магаз будет осуществляться по светофорному движению. Светофорный объект здесь будет стоять. От привычного кругового движения автомобилистам не придется отвыкать надолго. Его предусмотрели и в новом проекте реконструкции. Только проходить оно будет под эстакадой. Здесь будет организовано движение по кольцу, под мостовым сооружением. Движение по дороге Р-217 Кавказ будет осуществляться, не мешая движению, разъезду между городами Назрань и Магаз, а выезд на мост будет осуществлен через кольцевое движение под мостом. Круговое движение на одноуровневой развязке, недостаточная ширина дороги и, как следствие, постоянные заторы. Все это вкупе стало причиной перегруженности федеральной трассы М-29 и частых аварий. После завершения строительства нового путепровода все эти проблемы останутся лишь воспоминаниями автолюбителей. На 26-километровом участке федеральной трассы «Кавказ» ожидается расширение проезжей части до 4 полос. На объекте построят 3 транспортные развязки. Также в рамках проекта специалисты и дорожники предусмотрят 4 надземных пешеходных перехода, 5 автопавильонов. Возведут более 8 километров шумозащитных экранов, почти 100 километров железобетонного и металлического барьерного ограждения и высадят более 13 тысяч деревьев. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца ноября 2020 года. Диана Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24.